Уважаемые коллеги, закончилась сессия Государственного совета. Вопросы важные для республики, для жителей. Депутаты приняли бюджет на 2016 и плановый 2017-2018 года. Работа проведена огромная, серьезная. Рабочие комитеты состоялись, 19 государственных программ рассмотрено, согласительная комиссия состоялась. Депутаты Государственного совета представили предложения органам исполнительной власти, над которыми сегодня необходимо трудиться. Все вопросы были озвучены контрольно-счетной палатой, министром финансов Рубцовой Галиной Зиславовной. Федеральный бюджет принимается теперь только на 1 год. А почему, так сказать, бюджет республики по-прежнему на плановый период на ближайшие 3 года? У нас такая уверенность, что у нас все будет замечательно? Совершенно верно. Федеральный бюджет сейчас уже в практике принятия на 1 календарный год. В Республике Коми мы пока сохранили эту систему для того, чтобы сориентироваться. Почему? Потому что бюджет, как вы видите, непростой, и на сегодняшний день есть вопросы по привлечению федеральных средств. Мы должны понять, как сложится динамика, мы должны посмотреть, как будет складываться бюджет 2016 года. Я думаю, что принцип календарного бюджета на 1 календарный год будет заимствован у федерального бюджета. Потом вернемся. Пока вот так, как есть, да. Сам по себе программно-целевой метод бюджетирования, он пока себя оправдывает. На сегодняшний день вот такое принято решение. Пошел обратный процесс. Опять же, на прошлом созыве депутатов приняло решение о сокращении депутатов, работающих на постоянной основе. А этот созыв увеличивает количество. Ну, все понятно, вот, все разъяснено. А вот что касается места Михаила Брагина, он тоже был бы 12-м уже? Есть федеральный закон номер 184 и есть республиканский закон о статусе депутата Государственного совета, где прописано, что мы обязаны обеспечить профессиональной деятельностью депутатов от других политических партий. На сегодняшний день партия «Единая Россия» представлена в составе президиума и в составе председателей комитетов и заместителей председателя Госсовета. Партия «Справедливая Россия» представлена в работе комиссии по ЖКХ. Сегодня это приведено в соответствии с федеральным законом, и Олег Алексеевич Михайлов, депутат от Коммунистической партии, он имеет право на обеспечение профессиональной должностной ставкой. Поэтому мы привели соответствие. В случае возвращения представителя от ЛДПР мы будем действовать в соответствии с законодательством. То есть это будет еще дополнительное, потому что все вакантные места уже заняты. На сегодняшний день в бюджете 2015 года больших затрат финансовых практически не будет, а в бюджет 2016 года заложены средства. А что касается участия в тех самых федеральных программах, все ли исчерпано или республике еще есть, грубо говоря, куда влезть? Совершенно верно. Республика. Мы сегодня в согласительной комиссии в протоколе представили предложение для органов исполнительной власти более активно принимать участие в привлечении федеральных средств и участию наших профильных министерств в федеральных программах. Сегодня этот процесс находится в таком несколько таком состоянии остановленном, поэтому задача поставлена, будем принимать участие. Органы исполнительной власти озадачены, по крайней мере.